Здравствуйте, интервью на БСТ в студии Алия Тагирова. И 28 ноября во Дворце борьбы состоится первый башкирский рок-концерт «Дервиш Рухы». В нашей студии Фанзиль Атауллин, руководитель и вокалист рок-группы «Караташ». Фанзиль, здравствуйте. Добрый день. Ваша группа принимает участие в этом значимом мероприятии. Давайте начнем, знаете, с какого момента? С истории вашей группы. Кто в команде, кто в составе? Да, совершенно верно. Мы участвуем в этом прекрасном фестивале. Данное мероприятие давно ожидалось, мы его ждали, чтобы, так скажем, общество рок-исполнителей, башкирских рок-исполнителей собрались вместе и объединились под общим движением, так скажем. На данный момент у меня в составе полный комплект, так скажем, басист, гитарист, барабанщик. Этот фестиваль называется «Дервиш Рухы». Это значит дух группы Дервиша, именно основателя Дима Кутлахметова, Дима Маннана, так скажем. И также в этом фестивале упоминается и группа Рух. То есть они вместе все начинали. Хайбулинский район, далекие 90-е годы. Две группы, они шли вместе, творили вместе. И вот, чтобы увековечить именно создание вот этого движения башкирского рока, проводится данный фестиваль. По поводу создания своей группы, у Караташа, группа возникла в 2008 году, когда я учился в авиационном университете. Ребята все были тогда с Абзелиловского района, и название мы переняли с горы Караташ. Это самая высокая точка Абзелиловского района. Как раз там находится горнолыжный комплекс банные там. И решили, что максимальная точка нашего района — это мы. Тогда были такие амбиции. В роке это обязательное условие. На сегодняшний день, как часто вы даете концерты? Насколько... не то что комфортно, насколько у вас есть возможность, учитывая то, что я думаю, что каждый из вас, вы не профессиональные музыканты. То есть я думаю, что вы работаете, кто-то в строительстве, кто-то где. Вот вы чем занимаетесь? Да, соглашусь с вами. На данный момент мы стараемся почаще выступать. С 2008 по 2012-2013 год мы очень активно работали. Там издавали песни, выпустили альбом, назывался «Кайгы юлдан атларга», «По какому пути идти». То есть это было актуально для студентов выбрать свой жизненный путь, как дальше пойти, там, работа, бизнес, семья. Без философии здесь нельзя. И именно тогда мы выбрали путь, что мы откладываем пока на долгий ящик творчество, надо заниматься собой, семьей. Там. Кто-то женился, дети появились, я тоже женился и поступил в аспирантуру в авиационный. Доучился, защитился, кандидатскую диссертацию получил. Вы по профессии? Я инженер-электронщик, инженер КПА, так скажем. И занимаюсь наукой параллельно, кандидат технических наук. В авиационном работаю часто, не официально, но веду какие-то научные работы. То есть музыка — это не все ваше время? Да, естественно. На данный момент большее время отнимают дети, семья, дом, жена, родственники там. И возвращаясь к тому, как находите время для того, чтобы собраться с ребятами, где вы базируетесь, где репетируете? Большинство групп, так скажем, сейчас себя не обременяют организацией какой-то постоянной репетиционной базы. Сейчас очень много кто в аренду сдает, там уже готовое профессиональное оборудование стоит. И за, так скажем, бюджетные деньги можно снять там на час, на два, на час, на два репетиционную базу, и там готовиться, отыгрывать свои партии, там песни писать. Для этого не нужно какой-то там супер... Фанзиль, но все-таки рок сам по себе очень специфический стиль, скажем так. Тут должна быть свобода, тут должно быть самовыражение. Да, абсолютно верно. И тут, наверное, должно быть еще и что-то живое. То есть вот здесь, в душе, всегда что-то должно гореть и болеть. Да, естественно. Много, так скажем, примеров именно такой рок, это как протест, да?
много таких примеров. Вот, группа Кино, Цой, да. Брать разные американские, там, зарубежные группы. Вот этот, когда в 70-х, 80-х у них там революции были там культурные, да. Все же это было как протест, и у нас это тоже было. И в основном я читаю, я думаю, везде это и в Википедии, и везде это написано, что рок это всегда поднимает какие-то проблемы. Вот поп-культура же, она пишет в основном любовь там, туда-сюда, да, как бы, ну, такие про обыденные дела, так скажем. А рок, он все равно, люди, кто занимается роком, они стараются какие-то проблемы душевные, какие-то жизненные проблемы вытаскивать из себя. Вы сами пишете? Да, я сам пишу. Ну, в основном у меня песни на башкирском языке. Вот последний сингл, который я выпустил, был на русском. Ну, решил попробовать как бы именно в таком варианте тоже. Ну, концовку я сделал, ставочку на башкирский припев. Давайте о самом мероприятии, о самом фестивале. То есть вы выступаете вместе с другими участниками. С какой программой будете выступать? У нас программа небольшая, там очень много групп выступает, порядка там чуть ли не 20. Поэтому программа укороченная, 2 песни своего сочинения, так скажем, авторства, и 1 песня кавер будет как бы на группу Дервиш-хан. Вот у нас получается все исполнители там по 2 свои, и 3-ю там или Руха, или Дервиш-хана поет. У нас 2 свои песни будут веселые, так скажем, чтобы народ завести. А вот 3-я, она Дервиш-хана, песни все такие душевные, такие красивые. И вот мы выбрали для себя песню «Тун», это называется «Ночь». Она очень такая богатая, и решили опробовать для себя вот, исполнить эту песню. Ну, у вас уже определен состав. Скажите, пожалуйста, молодежь приходит? Именно выступать, играть? Играть. Ну, просто вот даже, я не знаю, с какими-то идеями своими, с какими-то музыкальными произведениями. К сожалению, нет. В последнее время я очень так наблюдаю, что мало групп возникает. Молодежь как-то не заинтересована, что ли, именно башкирская молодежь. Играть в музыкальных инструментах, группы собирать. Большинство молодых исполнителей это вот берут примеры там с популярных певцов Элвин Грея, там Ришата Ухатуллина. Вот именно как поп-культуру как бы двигают. А именно в рамках рок-групп я практически даже не видел, что есть. Вот на данном фестивале играют в основном все, кто вот в 2010-х годах играли. Кто-то там восстановился, там, кто-то там заново состав собрал. И вот мы встретимся как раз вот 28-го на этом крутом фестивале. Что для вас музыка? То есть что привело вас к этому? Ну, у меня музыка с детства. Мне вот родители рассказывали, что когда там не БСТ было, а БТВ, что ли, раньше телевидение было. Ну, скажем так, башкирское телевидение. Да, БТВ назывался. И там, когда концерты шли, там на гармошке там играли, я брал, оказывается, небольшую подушку и сидел, короче, играл как на гармошке. И мне вот тетя пришла, она завклуб была в соседней деревне, говорит, говорит, этому пацану, да, говорит, гармошка. И на другой день она мне гармошку подарила, и я просто заиграл. И с этого момента, мне лет 5-6 было, у меня вот музыка всегда со мной. И в школе пел, там и на конкурсах. И потом, когда услышал один раз гитару, и все, я улетел в космос. Думаю, вот прикольный инструмент. А что касается инструментов, сегодня, все, наверное, покупается за свой счет, за свои деньги? Да, все покупается, да. Для нас, работающих, так скажем, людей, у кого там свой бизнес, там, работа постоянно, это не составляет труда. А концертная деятельность, то есть это же тоже нужны агенты, нужны какие-то маркетинговые программы? Естественно, если ты хочешь именно на этом зарабатывать. А у нас нет такой цели, чтобы вот каждый день ездить куда-то по гастролям, и там где найдешь, там, как говорится, уснешь. Такого вообще нету. Мы планируем, например, какой-то месяц, какой-то день, арендуем зал и готовимся к нему. Много поклонников? До того, как мы прекратили, там паузу сделали, было очень-очень много поклонников. Какая возрастная категория поклонников у вас? 25-35 у нас где-то такая категория.
То есть ребята, те, кто владеют башкирским языком, естественно, да, или Нет, тут нет, не принципиально? Нет, тут как бы очень много русскоговорящих, так скажем, фанатов есть. Я думаю, что вы становитесь поводом для того, чтобы они изучали башкирский. Ну, естественно, да. Мы когда были студентами, мы часто играли по Уфе, в Казань мы ездили именно разными русскоязычными группами. И многим нравилось то, что, как мы исполняем, энергетика. И один раз даже, я помню, в зале там какой-то парнишка кричит: «Ничего не понятно, но круто!» Вот так он говорит. Фанзиль, спасибо огромное. Я вдруг вспомнила, что вот была такая, я не знаю, роковое, наверное, исполнение этой песни. «Обделил, обделил, ну зачем ты меня обделила?» Это же тоже рок-музыканты исполняют эту песню. Не знаю, но вот я недавно, в этом году, кстати, песню свою «Обделил» называется, выпустил. И клип тоже выпустили, по БС, кстати, крутили. Так что, мы не знаю, вообще... почему вы про это спросили, конечно. Я хочу сказать, что, получается, БСТ сыграла большую роль в вашей жизни, учитывая то, что мы заразили вас музыкой. Да, да. Спасибо огромное. Еще раз остается напомнить, дорогие друзья, Фанзиль Атауллин, руководитель, вокалист рок-группы «Каратаж», был гостем программы «Интервью», а говорили мы в преддверии концерта «Дервиш Рухы», который пройдет 28 ноября во Дворце борьбы. Напомню, вход бесплатный, возраст 12+.